Всем привет, с вами Варган74, меня зовут Максим Тамонов, а это значит, что сегодня речь пойдет о варганах. Сегодня мне из Якутии пришла прекрасная посылка от мастера Герасима Тарабукина. Вот она. И прямо на ваших глазах, прямо сейчас я ее вскрою. Пара слов о хомусах этого мастера и почему я... Так, подальше от микрофонов буду распаковывать. Почему я так люблю его инструменты? Отлично. Гера Тарабукин — это брат знаменитого Эдуарда Тарабукина. И, соответственно, его ученик. Вот. Если вам не знакомы работы Тарабукина старшего, Тарабукина Эдуарда, то советую посмотреть видео на моем канале и обязательно ознакомиться, потому что инструменты весьма достойные. Многие якутские и не только варганисты, хомусисты считают хомусы Эдуарда одними из лучших, а поскольку Герасим Тарабукин — это ученик и продолжатель дела Эдуарда, то и его хомусы достаточно высокого качества. Вообще, я для себя не решил, какие инструменты, какого мастера мне нравятся больше из их плеяды. Тем не менее, у Геры за время нашего сотрудничества и за время изготовления сложился свой собственный почерк, свой узнаваемый стиль. И инструменты этих двух мастеров, хотя они внешне весьма похожи, по звуку очень сложно спутать, потому что инструменты Геры, как правило, это такие низкочастотники, настроенные очень глубоко в контр-октаву. И сегодня я как раз продемонстрирую звук. Что ж, я вот вскрыл посылку на ваших глазах и обнаружил вот сверток из 3 таких замечательных хомусов. Раз, два, 3. Давайте сделаем так. Я по очереди буду извлекать каждый хомус, тестировать его, а позже в конце распаковки вынесу такое одним блоком общее мнение обо всех этих варганах. Что ж, поехали. Беру первый попавшийся инструмент. Вот, посмотрите, какой красавец в деревянном футляре. Футляр очень изящный, снабжен вот таким шнуром для ношения на шее. Очень удобно. Внутри футляра вот такой красавец хомус. Размеры хомуса довольно небольшие. Высота у него порядка 9 сантиметров, насколько я знаю. Толщина рамы порядка 4 миллиметров. И высота коленца традиционная по-якутски около 20 миллиметров. Меня же интересует звук. Что ж, давайте незамедлительно протестируем.
Следующий красавец.
Следующий, третий, заключительный на сегодня гамус.
Что ж, Хамусы Тарабукина я протестировал. Все 3 инструмента мне весьма и весьма понравились. И теперь я выскажу такой свой общий вердикт о всех инструментах в целом и о каждом в отдельности. Первый инструмент, по моим ощущениям, был выше последующих. В его тембре было больше высоких обертонов, и это располагало меня к такой более лирической, такой мелодической игре. И вот все красивые якутские приемы, связанные с артикуляцией, с языком, там с подражанием звукам птиц, получались на нем просто восхитительно. При этом у этого хамуса также есть такая красивая середина и весьма и весьма убедительный низ, когда уходишь на нижний регистр, подключаешь особенно дыхание. Конкретно при игре на этом хамусе мне опираться на дыхание не хотелось. Мне нравилось больше играть на высоких частотах. Таков этот хамус. Вот так я его почувствовал. Напишите в комментариях, какая из импровизаций на каком хамусе вам понравилась больше. Второй и третий хамус, по моим ощущениям, были более низкие. У них также были ярко выражены и средние частоты, и высокие, но больше всего мне понравился именно низ, то, как они раскрываются на диафрагме, на работе с дыханием. Все 3 хамуса объединяет первое — высокое качество инструментов. Это ручная работа, очень тонкая настройка, высокая конусность язычка, филигранные зазоры и прежде всего геометрия и физика язычка. Что я имею в виду? Язычки у данных хамусов очень мягкие и очень податливые. Вам достаточно легкого касания, чтобы извлечь минимальный звук из этого инструмента. С одной стороны, это позволяет вам играть на хамусе, не напрягаясь, играть громко, играть звонко и задействовать на длительном сустейне максимум возможностей артикуляции и каких-то дыхательных приемов. С другой стороны, новичков это может ограничить в ритмической импровизации на двустороннем бое. Так уж сложилось, что у хамусов с мягкими язычками и очень узкими зазорами высокая чувствительность к бою. Любой удар по неправильной траектории здесь вызовет характерный звон о деке. Хорошо это или плохо для вас, решайте сами. Как правило, эти все нюансы исправляются упражнением на двусторонний бой, и звон с опытом уходит. Я бы назвал хамусы Герасима Тарабукина таким изящным басом. То есть это низкочастотный хамус, но с ярко выраженным верхом и приятной серединой. Такой хамус подойдет прежде всего любителям неспешной игры в среднем и умеренном темпе, тем, кто любит хамусы с долгим, красивым, протяжным сустейном, громким звуком, подчеркиваю, и тем, кто любит играть на артикуляции и на дыхании. Как по мне,
must-have каждого варганиста, потому что в коллекции, в вашем арсенале должны быть как жесткие инструменты, так и вот такие мягкие, отзывчивые. Поэтому если вы хотите себе хамус для игры в традиционной якутской манере или в какой-то медленной, неспешной манере, или хамус, на котором можно тренировать свое дыхание и прокачивать свою артикуляцию, хамус Герасима Тарабукина must-have настоящего варганиста. А на сегодня все. С вами был Варган74, меня зовут Максим Тамонов, и у меня для вас небольшое объявление. Довольно скоро ко мне придет посылка от Эдуарда Тарабукина, и раз уж я задался вопросом сравнения этих двух мастеров, мне было бы интересно снять ролик сравнительных характеристик двух этих хамусов. Это, конечно же, будет мое субъективное мнение, но, возможно, оно как-то повлияет на ваш выбор. Если вам интересна эта тема, оставьте, пожалуйста, ваш комментарий под видео и, самое главное, поставьте лайк. Когда эта распаковка наберет, ну, скажем, давайте 100 лайков, я сделаю вот такой сравнительный анализ двух хамусов, двух мастеров одной школы, Герасима и Эдуарда Тарабукина. А на сегодня все. Это была распаковка посылки от Геры Тарабукина. Ссылка на варганы будет в описании. Палец вверх под видео, подписка на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, распаковки, обзоры. Подписывайтесь на мои социальные сети, ВКонтакт, Facebook, Instagram. Слушайте мою музыку на мировых площадках. С вами был Варган74, меня зовут Максим Тамонов. Всем пока!